Ну, я не вчера, образно говоря, кто у нас будет? Люда, будете читать? Да. Я еще не готова морально. Так, ну что же, кто готов прочитать у нас? Какая страница? Кстати, я просто даже видел. Давайте, Ольга, читайте. Подождите, я же... Где, кто это? Где? Скажите. Вот, да. Вот хороший подход, я прям вижу. Вы так писать неудобно. А я выпишу? Каждый раз как А я выпишу. Зато я не буду писать. А я делаю дракона просто блюдочки. Я думаю, она не сгорится. Да? Конечно. Ну ладно, ну ладно. Мы не будем писать, только отдельные слова, которые нам необходимы. Ну давайте, пойдем дальше читать. Ольга, третья строчка у нас. Ну, просто такой вот стань. Здесь на всех хватит, понятно? Слушай, когда телефон, правда, у меня всплывает. Ну ладно, вы готовы отвечать сегодня? Читали текст, нет? Я нет. Да. Главное, четко не готова. Ну ладно, а вы как сегодня? Почитаете? Да. Давайте тогда Ну начнем. что делает? Берете пистолет, выставляете. С какого места на этой странице? Давайте, пойдемте. Нам ке. Ага. Носу, Носу. носу, Низко. дам, Дам. Угу. марпо, Так. джук, Чук. 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 Она нижняя, у нас это в низком тоне. Чук. Чук. Угу. чор, Чук. чор, Там придыхательное. Чук. Слышите такая? чор, Угу. чорбе, Угу. седам. Угу. Вот это тут не видно. Это Это му такая. Му? А что там на Мэй? Да, и на экране компьютера тоже не видно, что там. Написная ра это такая. дондан, тондан, джу, Джу. джудан. Да. Точно? Кто А не здесь помнит? есть точка между да и ба? Нету. Нету? А, тогда ра, те, б, ми, Х. п, ми, Нет. К. п, И дальше слово. п, ми, риг, Угу. и чи, му. Угу. Мил, Угу. дун, Угу. джуг, цон, цон, Цин. Придыхательное. цен. Угу. И что это получается? Что это значит? Вот это давайте перейдем. Небо, плоскости, Ну пусть так. Угу. сияние, блеск. Тут два слова, оба с одинаковым значением. Угу. Красный, 6 распространяться. Слушайте, у вас Ну, я получается... просто дома переводила. Я понимаю, но надо как-то это писали осознанные, мыслящие люди, наверное, это текст какой-то должен быть. Да. Но у вас получается как-то не очень текст. Ну, да. Не совсем не текст. Ну, то есть там мысль какая-то выражается, а у вас получается набор слов несколько не связанных друг с другом. Давайте попробуем. Что? Вот у нас здесь описывается флаг. Вы видите? Да.
И что у нас написано? Намке носу. Ну, как вы перевели? Кто-нибудь перевел вот это? Поверхность. Вот смотрите, вот у нас тибетский флаг, видите? Вот это у нас что это было? И А где у нас небо? то, что выше там. Над горой. Намке носу. На поверхности пространства. То есть, если вот это пространство, то на его поверхности. Намке носу. Или на стороне, поверхности и так далее. Что у нас? Ведам. Что это такое? Ведам. Это что это такое? Это свет. Это свет или луч света. Но вообще луч света пишется обычно вот так. Здесь у нас просто но это вот свет. Дам это как переводится? Это яркий, наверное. Яркий, но здесь еще может быть другое значение. Это оттенок. А видам марко это будет Красный. красный что? Оттенок. Мы же только что сказали оттенок. То есть получается свет какого цвета? Какого оттенка? Красного. Где? На поверхности неба. Ну вот у тех, у кого цветная копия, или кто помнит, как там это все выглядит, поэтому да, это хорошо иметь иногда цветные копии. Вы видите, те линии, которые темнее, это красные, а те, которые светлее, это синие. Синий у нас в данном случае что это значит? Небо, оно есть пространство. Ведам марпо, дальше что написано? Дальше 6 написано. Чуб написано. 6. Ну давайте посчитаем. Темных сколько? 6? 6 лучей. Чубер. То есть вот в прошлый раз мы неправильно перевели. У нас там, где стояло, что непе, то есть это надо переводить орудным падежом. То есть чуб чубер, то есть вот этим вот излучением чего? 6 лучей красного оттенка где? На поверхности пространства или вот на стороне пространства. Дальше что? Последний глагол какой у нас? У нас глагол знаменатель в самом конце стоит. Что он значит? Что? Нет. Что? Глагол последний, где он стоит? Ну, это у нас отдельно взятое предложение. Нет, мы эту часть перевели, но у нас предложение где заканчивается? Мы докуда вообще читали? Сегодня пятница, да? Прям заметно, вот как пятница. Слушайте, как пятница, прям я не знаю, что с вами делать. Как пятница, прям из вас это хоть каленые щипцы тащить. Не вытянешь ничего. Во вторник еще хоть кто-то что-то отвечает, а в пятницу прям я не знаю, что делать. Нет, в самом деле, вы заметили, у нас такая прям я прям по вам вижу, что пятница сегодня. 13. Ну, у нас каждый раз пятница 13 вот здесь. У нас как пятница, так 13. Давайте чуть-чуть активнее выжмем последние капли силы после рабочей недели из себя. И разойдемся по домам. Ну что у нас здесь получается? Смотрите, у вас видите, 3 строчки, видите? Первую половину мы прочитали. Основной у нас глагол где стоит? В конце. Чего стоит в конце? Туннеля у нас в конце он стоит, конечно. Цен у нас, вот видите этот глагол цен? Что он значит цен? Демонстрирует или символизирует. Так вот у нас вот это вот демонстрирует, символизирует, связано с последним орудным падежом, который мы прочли. Какой орудный падеж мы прочли последний? Я прям, знаете, чувствую себя как в детском садике, сидят дети, и я прям это... И прям издеваясь над людьми. Ну, Вам еще лет 40 это чувствует, успокойтесь. Это нормально вообще, когда... это звучало как проклятие. Еще 40 лет тебе мучиться и мучиться. Я 25 лет уже мучаюсь, почему Да? ты меньше должен? Нет, я не хочу. Кстати, вы слышали, да? Да. У нас пенсионный возраст увеличивают.
Да, Минздрав постановил, что... Все поздравляют. Спонсор программы «Пенсионный фонд Российской Ну, Федерации». конечно, не до 95, но мужчин теперь до 65. Исследователи предсказали, что А скорее всего- будут жить, то есть будут работать до 95, все нормально, лучше не парьтесь. Так вот, смотрите, чобе, видите написано? Чобе. Вот этот оружный порез, то есть вот этим вот сверканием или сиянием или излучением этих 6 лучей, что символизируется? Вот у нас последний глагол «цен». Символизируется то, что здесь стоит промеж этого глагола и последнего орудного падежа. Это понятно? У нас та же самая конструкция, что и в первом предложении. Та же самая, прям один в один. И я подозреваю, что она и в следующем будет точно такая же. Теперь нам надо просто понять, что у нас здесь написано. 6 лучей символизирует, значит, 6 вещей или больше? 6, наверное, вещей. Поехали вещи считать. Первое, что написано? Се. Второе. Му. Третье. Дом. Ну, дам можно убрать, это и. Здесь просто мы перечисляем. В русском мы обошлись просто запятыми. Дальше том. Дальше чу. Дальше ра. Это 6. И вот здесь вот т, видите у нас? Что у нас обозначает т? У нас много значений было. Одно из значений какое у нас было? Собирающие. Подытоживающие. Вот у нас было что-то, вот какие-то объекты перечисления шли, потом идет, например, вот так вот, пусть она пишется Т, это значит, что вот эти, млекопитающие. Или вот эти, и что здесь он говорит? Давайте читать дальше. Кто у нас читает? Угу. Вот эти 6, они что? П. У вас прямо на доске такой бог. П. Мириги. Вот, давайте потихонечку будем переводить, склеим потом все. П – это что такое? Тебе. Америк? Происхождение человека? Нет. Ми – это человек, рик – это вид, мирик – это национальность. В данном случае это национальность. П – мирик. Ки, видите, то есть тибетской национальности. Что там может быть, эти 6 тибетской национальности? Чему мю дунчу? Ну, это ищем такое. Чему? Что это такое? Ну, это предыдущие. Нет, Или предки. это предки или первоначальные. То есть это... Почему? Предки. Да, то есть это, ну, может быть, предки. Или корень, источник, предки, то есть что-то изначальное. Дословно чему и ми, первоначальные люди. Да, то есть, ну... И что это? Чему и миу тунчук? Миу что это такое? Миу, смотрел кто-нибудь? Что это значит? Да, вот здесь вот говорится карлики. Да, ну посмотрите, здесь вот есть, если вы посмотрите словари, кстати, попробуйте в словаре. Кстати, Сережа, я вам отправлял словарь новый. Вы вообще там заходите ВКонтакте? Вы там смотрите, что я вам отправляю вообще? Я и в группе это выкладывал. Словарь, который кто-то у меня просил, это другой альтернативный словарь, тот, который есть у меня. Он ставится, я не знаю, только вот на такие компьютеры, на PC-шки. Я не знаю, можно ли его поставить на что-то еще. Но я написал для Windows, потому что у меня Windows, ну, у меня винда, и я на ней поставил. Я не знаю, на другие он становится, не становится. Он хороший словарь, я им пользуюсь. Вот это тоже такой же, как у меня здесь на iPad. Потому что иногда у вас Монлам, он чуть-чуть неадекватен. Он не достает ему слов, у него словарный запас, видимо, чуть-чуть меньше. Есть еще Тони Даффовский словарь электронный, но он платный. И его надо покупать или где-то у кого-то скачивать уже битый. Так, и вот здесь вот говорится, смотрите, у меня вот в словаре, например, он дает сразу мю дунчук. У вас тоже дает, да? И что это значит мю дунчук? 6 планов. Да. Это 6 изначальных или первоначальных тибетских кланов, которые произошли от кого? От обезьян. Вы еще знаете, от кого произошли тибетцы? Демоны и обезьяны. Да, тибетская легенда гласит, что тибетцы произошли от демона и обезьян. Демонесса была проявлением Тары, обезьяна была проявлением Авагитешвары.
И вот у них появились первые красноликие, как они себя называют, краснолицые тибетцы. И вот это вот первых 6 кланов. Причем названия такие, видите, они, если посмотреть, они немножко странные, не совсем понятные. Названия, некоторые из них как бы не очень понятные. Вот здесь вот эти 6 лучей, которые исходят, видите, да, они символизируют эти 6 кланов. Это Се, Му, Дон, Тонг, Джу и Ра. Вот эти вот 6 кланов. То есть чему это изначально, скажем, Мю, Дун, Чук, это вот 6 вот кланов, Цюэн символизирует. То есть с этим понятно? То есть понятно, да, здесь вот сперва он что говорил? Вот это вот то-то, 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 вот этим вот символизируется что? То-то, то-то, то-то. Следующее предположение, наверняка предположим, что, наверное, оно где-то так же будет построено, где-то так же будет переводиться. Будете читать сегодня? Простите, а вот это Сейм, это просто название переводить? А как? Нет, вот да, я и говорю, у них очень странное название. На самом деле, я подозреваю, что есть такое предположение. Ну, знаете, что до того, как в Тибете появился буддизм, что там у них было? Да разруха у них была. Бон, конечно, была до буддийская религия Бон. Не знаю, насколько она религия, не религия, но скорее всего религия Бон. И предположительно, что она распространилась в Тибет откуда? Из Шаншунга. А в Шаншунг она распространилась, из Татсига. Таксиг, то есть там немножко непонятно, что такое таксиг. Некоторые говорят, что это Таджикистан, некоторые говорят, что это Иран, некоторые говорят, что это около иранские государства, здесь не очень понятно. Как бы там ни было, кстати, у нас, вот, знаете, был такой известный востоковед Кузнецов. Вот он ратовал за то, что, да, он преподавал у нас на кафедре, он ратовал за то, что Бон это иранская религия, и я думаю, что во многом он был прав. Не без этого. Как бы там ни было, было такое государство Шаншун, откуда Бон попал в Тибет. И вот говорится, что в этом государстве Шаншун все говорили на шаншунском языке. И некоторые тибетские этнонимы, а также топонимы и многие другие слова, они не могут быть объяснены, то есть они трудно объясняются с точки зрения тибетского языка. Но если мы опираемся на то мизерное знание шаншунского языка, которое у нас есть, они поддаются какому-то осмыслению. То есть там и этнонимы тоже начинают неплохо переводиться и так далее. И вот, может быть, некоторые из этих названий, о которых мы сейчас говорим, может быть, это также шаншунский язык. Ну что, пойдемте дальше. Давайте вы тогда почитаете. Я бы очень просил, чтобы все читали. Давайте будем готовиться и тихонечко читать, потому что нам надо двигаться вперед, было бы хорошо. Это приятно, уметь читать и переводить. Это... Да. А я прям чувствую это напряжение, мне прям нравится. Вы знаете, вам не хватает, знаете, надо было привести одного из наших преподавателей во время молитвенного собрания, если кто-то себя плохо вел, он прям брал в ванну. Я пару раз был свидетелем, это ужасно. То есть, кто-то сидит, читает, а кто-то сидит и вертится. И он, недолго думает, берет и как кинет. Я когда увидел это, подумал, вау, ничего себе. Бывают такие. Или у нас был случай тоже, у нас, когда мы сидели вот на этих молебнах, некоторые ребята, кто помоложе, они там сидели снаружи, потому что не помещались в зале, начинали баловаться. И у нас был старенький дедушка из СССР, и вот он говорит, ну-ка зайдите внутрь. Они делают вид, что не слышат. Он говорит, ну-ка зайдите внутрь. Они все равно сидят. Так он, старый дедушка, встает и прямо по одному за руку и затаскивает. Это, конечно, комично, но... Ну так тоже бывает. И что же у нас получается? Риги, Кадок, Марпо. Марпо там, где Кадок, Как? не. Почему г? Для того, чтобы там было г, должен быть фактор, который смягчает гласную. Там он есть? Нету. Значит? Ло. Пельве. Угу. Угу. Кён.
Нет, 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 где же там чин? Чин. Придыхательное, видите? Чин. Надо выдохнуть так. Чин. Угу. Чинле. Она более открытая. Смотрите. Ле. Чувствуете, она больше открытая. Тибетские, они обычно более открытые, нежели русские. Это не ле, это ле. Тинле. Елме. Тоже здесь у них гласные, если они низкотональные, то они обычно более открытые, чем русские. Это не е, а е. Елме. Джуппа. Цин. Такая она помягче. Цин. Угу. Ну и давайте переводить. То есть здесь давайте сразу определимся, где у нас орудный падеж, который у нас должен быть пограничный. Пельбе. Вот видите, пельбе. Вот это первая часть предложения. И вторая будет каким знаменоваться глаголом у нас? Цин. Понятно здесь, да? Теперь нам надо перевести первую часть и понять, чем она символизируется во второй части. Видите, у нас специально для детей придумано предложение, то есть очень, очень просто. То есть и нам должно быть с вами тоже теоретически просто это перевести. Пойдемте, давайте читать. Угу. А вот, это у нас слово было. С чем оно встречалось сейчас? Мирик. Да, вот здесь вот Рик и Хадок Марпо. Он говорил, что эти 6 родов, Рик может переводиться и род тоже, как род, как вид, как много значений. И вот эти вот Рики, Хадок, Марпо, то есть Хадок это как переводится? Марпо? Красный цвет этих чего? Родов, скорее всего. Красный цвет этих родов, то есть сколько у нас родов? 6. А дальше? И цвет неба. Какой? Синий. Точно? Монак. Нак это что? Темно-синий. Черный. Монак? Темно-синий. То есть это когда темно-темно-синий, когда синий смешивается с черным, это вот монак. Угу. Вот пельва как переводится? Здесь надо Вместе. Здесь надо соединенные. Соединять. Здесь пельва обычно это значит смешанный. Пельва это смешивать. Ну просто смешивать это такое, это очень принятое значение. Вообще пельва это увеличивать. Пельва может быть еще значит сочинять. Пельва может значить смешанный. То есть вот когда мы говорим пельмар, это значит смешано. То есть видите, они идут друг за другом. То есть они чередуются или смешиваются. Вот смысл такой. Вот этими чередующимися или смешивающимися первым и вторым что символизирует? Цен здесь понятно, что это опять символизирует. Что символизирует это? Ренная это вместе? Нет, римны это издавна. Здесь надо понять, здесь вот смотрите, перед цен стоит джупа. Джупа это как переводится у нас? Исполнять. Исполнять как? Безостановочно. Елме, не отвлекаясь. Не отвлекаясь, не оставляя, не прекращая. То есть здесь указывается на то, что они дали клятву, и вот они от нее не отходят, не отвлекаются. Елмеду, видите? Ел и ме. Ме это у нас что это? Отрицание, то есть без ел. Ел смотрите, это должно быть там всякие отвлечения. То есть елмеду джупа. То есть символизирует исполнение, не отвлекаясь, исполнение чего? Челе, деяний. То есть вот это челе очень часто у нас переводят как активность. Ну, активность лучше не переводить, пусть это будет деяние, это лучше, чем активность. Вот. Какое деяние? Здесь видите, дальше стоит сумкёнги челе. То есть челе это деяние, сум это что такое? Защищать, кёнг тоже защищать, оберегать. То есть здесь у нас лучше на русский, конечно, перевести двумя синонимичными глаголами. То есть деяние защиты и оберегания или обережения, если хотите. Чего? Ну, если они оберегают, они что-то оберегают, здесь прям просится дополнение. Чего они там оберегают?
Вообще вы должны переводить, а я должен помогать вам это делать. А у нас получается сейчас наоборот. Давайте посмотрим, если непонятно вам что-то, смотрите в словаре, что они отрекают. Надо найти нам. Мы сейчас, если заметили, мы идем в обратном порядке, переводя каждое слово, которое предшествует. Здесь, соответственно, нетрудно догадаться, что они отрекают, сейчас просто перевести это. Тен это учение вообще. Тен учение, а дальше? Тен это учение, а дальше? Доктрина, учение в целом. Нет. У вас в словарях, наверное, даже это есть. Ну, если вместе поискать. Домашку у нас никто не делает? Как это делают? Все же печатали что? Как это делают? В словаре написано вот это вот ТНС, Так. что это религия и политика, либо двойное правительство. Вот, двойное правительство имеется в виду в плане двойное. Это правительство, которое и светское, и религиозное. И здесь говорится, что выполняет деяние защиты и обережения чего? Тен-си. То есть учение и светского правления. То есть politics тоже это имеет здесь такое значение, но в данном случае это не совсем политика. Что Динара сегодня никак не может найти, где мы читаем. Я тоже не могу. Но мы идем, потому что в обратном порядке. Надо было начать с самого конца и следить. Мы идем в обратном порядке с самого конца. То есть, что у нас получается? Символизирует что? Давайте заново прочтем все это. Вторую часть. Символизирует что? Нет, мы заново надо, я говорю от последнего глагола, прочитать заново все то, что мы перевели, чтобы хотя бы было понятно, что мы там переводили. В смысле, перевести заново? Да. Они символизируют непрекращающиеся деяния по защите двух. Минуточку, а где не прекращайся, если были у нас? Непрерывные. Нет, не отвлекаясь, мы же сказали. Без отвлечений. То есть, исполнение без отвлечения можно так перевести. Чего? Защиты. Деяний. Там же чины у нас просто стоит. Деяние чего? Защита. Один глагол или два? Защите и Обережению чего? двух правительств. Ну или двух видов правления, это обычно так переводят. То есть религиозное и светское. Или двух видов власти. И дальше что у нас стоит после этого? Или точнее перед этим, что у нас стоит? Орудная частица. Орудная частица, значит, на что она будет указывать сейчас? Чем? Да. Или кем скорее. И кем же там это отвлекается? Вот здесь можно начать либо римный, либо либо сзади читать, задом наперед, как мы сейчас это делаем. Ну, можно с лха начать. Потому что перед лха будет определение к этому лха. Лха это кто у нас такие? Боги Асун, защитники Лхасун. Дальше. Марнак что это? Красные и черные. А дальше идет Ни. Два. А кто такие? Постмерные и У тибетского правительства и у Далай-ламы лично два защитника.
Хасун Мардагни. Мар это красный, это пихар. Нак это черный, ну имеется в виду темно-синий, это Талмун Хамон. Это вот два защитника, вы слышите, Далай-ламы, и, соответственно, это два. Пихар, у него Нейчунга все знают? Ну, не лишний, конечно. Но вот это вот божество одно из защитников, то есть это чтобы не соврать, одно из проявлений Пихара, по-моему. Нейчунг, то есть есть там такой Дурджи Джагден, вот если не ошибаюсь, он входит в оракул. И дальше Рин и Гови надо перевести, это все определение будет в Хасун. Рин и Гови, что это значит? Рим это Римне, как я уже сказал недавно. А Гова что значит? У вас получится масло масляное. Издавна защищающие защитники защиты. Нет, ну конечно не так будет. Ну и вообще в словаре написано, что это равно, так сказать, то же самое, что и голова, источник, голова начала. Нет, это го, это как начало может быть, но здесь гова, не го, а гова. Го это одно существительное, а гова это уже другое. Соединенный, объединенный. Нет. Это у вас такие значения дают, да? Распределять. Вот, распределять уже ближе, чуть-чуть, но не до конца. Разделить. Нет, не совсем то. Назначить. Нанести. Значит, в каком смысле? Надевать одежду. Изначально? Доля, квота. Вот, доля. То есть, дело в том, что у нас есть божества, которые являются нашей долей или как бы наш назначенной нам судьбой. То есть вот так это иногда переводят, конечно, перевод не очень хороший. Ну, то есть имеется в виду, это то, что является как бы нашей частью удачи. Смысл такой. Говельха. То есть это обычно это переводят, как сейчас как же это переводят на русский. Это типа предназначенные нам божества. Здесь вот есть, если посмотрите, здесь есть Говельха. Ниже это немножко другое, но это protecting gods или patron gods, то есть защищающие божества или божества-патроны, но имеется в виду здесь не совсем то. Это те божества, которыми мы наделены, то есть которые предназначены для нас. Вот, например, для Тибета божеством, которое предназначено для Тибета, является как бы божеством Тибета, предназначенным для Тибета, это Авлактешвар. Это вот Говельха. И здесь вот говорится Рин и Говельха, то есть это вот как бы издавна предназначенные или издавна выделенные, наделенные, я даже не знаю, как это хорошо перевести. То есть, и давайте заново переведем, чтобы связать это надо в одно единое предложение, чтобы был смысл, потому что у меня такое впечатление, что вы не очень поняли, что вы перевели. Значит, они символизируют Кто они? кто они? Ну, что было в тексте сначала. Это 6. Два цвета. Два цвета какие? Нет, Темно-синий. это понятно. Там у нас орудный падеж к чему прикреплен? Ну посмотрите же. Ну, это перемежающие. Вот, перемежающие или смешанные, что? Цвета. Цвета какие? Красный, темно-синий. Ну, надо, там же написано не так, там же написано длиннее чуть-чуть. Цвета этих родов. Все цвета этих родов? Я прям вижу, как я вот чей-то и тянул вот так вот. И из кого-то прям тяну и на локоть наматываю. Смешанные красные и синие цвета этих родов. Нет, не так.
Красный цвет родов, Вот. темно-синий цвет неба. Вот то, что я хотел услышать, то, что, собственно, там и написано. Потому что у нас нет здесь синего цвета рода, и не было никогда. Не написано такого, не надо придумать. И что они смешанные, эти два цвета, что они символизируют? Давайте уже закончим это мучение. Нет, это очень полезно. Символизируют исполнение деяний Какое? без отвлечения, Отлично. деяний по защите и убережению двух властей, значит, которые издавна Нет, не которые, а здесь лучше сказать кем, а потом какие они. Будет тогда понятнее. которые исполняются божествами покровителями, Божествами Двумя, защитниками. Двумя. Божествами защитниками какими? защитниками, предназначенными Издавна предназначенными какими? красным и черным. Черным. И еще раз, кто такие красные и черные? Пихар? И Голубополы. Да. Дальше пойдемте читать. Готовы читать вы? Да. Давайте, Я читай. правда переводу. А здесь никто не переводил. Давайте. Здесь все слова выписывают. Понимаете, что когда выписываешь слова, они же должны как-то в общую канву как-то вписываться чуть-чуть. И поэтому, теоретически надо сделать какой-то перевод, пусть неправильный, но свой перевод. Это то, к чему мы стремимся. Не просто выписать. Вот у нас на пары ходят два вида студентов. Те, которые в самом деле выписывают слова, они отлично выписывают слова, и те, которые пробуют делать перевод. У тех, которые делают перевод, у них очень часто перевод кривой, косой и непонятный, но это лучше, чем если просто выписывать слова. Значит, слова, которые не объединены в какую-то картинку, не несут ни смысла, ни ценности. Это как, знаете, это как мэр Киева, Кличко. Вы видели? Да, конечно. Как он разговаривает? Ну вот у вас получается тоже вот где-то так, если вы не пытаетесь связать это в одно единое целое. Это то, к чему мы стремимся перевести, а не собрать слова. Вы уверены? Вы, я чувствую, забыли, как читать. Вот это цель, да? Так это ладно, а до этого что написано? Кангри, цены. Так, я вас прошу. Вот видите, как пропускать по 3 занятия к ряду? Чувствуете? Сейчас. Что-то дальше как-то выходит, честно говоря, не понимаю. Вот это вот. Щер. О? Нет, щер. Не щер, щар. Ра не смягчает. Щер. Дальше. Щер. Щарва, а после ва идет что? Родительный падеж, вместе они как читаются? Ве. Ве, отлично. Открытая больше. Да. Она еще больше открытая, она такая. Ага. Сэр. Дальше. Где ги? Кто-нибудь еще видит там ги? Почему кяк-гяб? Наоборот, по-моему. Кяп, слышите, вторая, какая она должна быть? С придыханием. Я кяп. Ду.
А почему не да? А, ту. Ту, да какая разница? Ту. Ту. Чо. Чо? Чо. Мягко или она смягчается, не смягчается? Нет. Нет. Чо, дальше? Чо. Ве. Ве. Дальше? Фе. Фе. Дем. Да вы уверены? Нет. Это он без дыма, да? Без верхней штучки? Без верхней штучки. Ладно. Тогда Ж. Там сверху ла, снизу джа, как это вместе читается? Да. Нет? Нет? Я не знаю. Дому. Не, ну, ребят, тяжело. Мы давно не повторяем. Ну, и я, наверное, в этом виноват. Как это читается? Да. Джон. Джо. Почему да? С каких пор это да читается? Сережа, вот с каких это пор это читается как да? Мне оказалось, что написано ла. Вот вам как с санскритом и вашим тибетским произношением мантры, точно так же и здесь кажется неправильно. Джо. Пюджон. Джон. Пюджон не там где, это одно слово. Джон. Джон. Да, так, еще вместе следующих страниц. Ке. Ке. Чо? Высокая или низкая у нас здесь она? Высокая. Отлично. Потому что Ну, произносите высокую. до. Джо. До. Джо. Кеджо. Есть что-то у нас еще? Джо. Кто-нибудь может подсказать? Что-нибудь еще у нас есть здесь? Называется? Называется, как это будет читаться? Кем-до. Кенджо. Кем-до. Никто так не читает. Почему? Не знаю, читает кеджо обычно. Иногда читает кенджо, но обычно это кеджо. Кем-до. То есть, видите, здесь иногда, ну, у некоторых оно срабатывает правило, у некоторых нет. Дальше. Ям. Ям. Ки. Йонки. Ям. Ки. Рам. 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 Рамван. Рам. Ц. Нет. Чё. Придыхательное или нет? Без. Чё. Есть другие мнения? А тут здесь без придыхания. Есть другие мнения? Есть Всё, да, придыхательное. всё. Са смягчает предыдущую гласную? Да. Ну и как это читается? Чё. Че. Чё. 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 Ча. Да? Чё. Это мы с вами один тоже текст читаем? Не знаю. Или вы какой-то свой принесли? Нет, у меня такой же. Почему нет? Ты же... Вот это самый хороший вопрос. А почему нет? Надо задуматься, что там не так. Почему? Чё? Здрасте. О, да? Там Что как мы читаем? Чё? Нет? Неправильно, что ли? Ну там какой слог у нас? На что он заканчивается? Нара. Ну и как это вместе читается? Чё? Ну, через О? Не, ну через О, но заканчивается на Ра. Ну если... Чё? Вот. Смотрите, это был гигантский труд. Чего? Заканчивается на Ра? А я просто Чё? представила тихо, буду чё? Отлично, я смотрю. Так, не дай Боже, и читать научимся. Связка. Минуточку, вернемся. У нас там что есть спереди?
Пая спереди? Да, почему нет? Нет, до этого. Угу. На запинаться? И как это будет теперь звучать? Чем? Чё? Аллилуйя. Споем Асану, давайте все вместе. Ну, Чонджор, что ли? Кто-нибудь слышал кто-нибудь такое имя? Чонджор? Не слышали? Есть такое тибетское имя Чонджор. Оно так и произносится. Чаще слышится Ташила Апсан. Не, ну Чонджор тоже встречается. Не так часто, конечно. Дальше. Де... Как? Ги. Дики. Угу. Ки... Нам. Нам. Не нанг. Нам. Нам. Я просил не читать нанга. Нам. Кин. Мы снова читаем разные тексты. У нас баб, короче, проблемы какие-то. Вар. Вар. В данном случае это ба читается как вар. Вар. Нам вар. Варки. Кин. Вы как бутанцы читаете. Бутанцы у читают как и. Да. Поэтому у них дупа кюнлек читается как кинлек. Да. Вар. Ням. Нямсасу. Вы уверены, что там написано Нямсасу? Нямсу, наверное. Я вот тоже так Я подумал. просто не вижу здесь разделения такого. Нямсасу. Нямсу. Я боюсь подумать, как вы это будете переводить. Чё? Че? Ча. Ча. Ада разноснащать? Ну, это к вам вопрос. Вы же читаете. Должна смягчать. Ну, значит, как тогда читается? Че, вы уверены? Нет. Может быть, Чё? Чё? Ну, я не знаю, мне все видно. Там просто... Ну, дайте я посмотрю. Написная Там разве не Па? Ну, конечно, вы уже определите правильно. А теперь сидите и понять не можете. Там же Па число или Па? А дальше ничего не видно. Вы корневую пропустили. Как после «са» может идти «я»? Не-не-не, я не увидела корневую, я просто ее оставила, чтобы посмотреть. Ну, вот это, и это написано, смотрите, вот так вот. Да. Как это читаться должно? Че, вы уверены? Ну... Ча. Через Е, да? О, че, слушайте, нет, на самом деле, мы в конце пар научимся читать. Давайте. Па. Цен. Цин. Цин. Мягкая там, не о там, такая. Цин. Цен. Вот, цин. И что это значит? Давайте переводим. Что-то там символизирует. Отлично, мы уже догадываемся, что что-то символизирует. Мы тоже можем даже придумать что-нибудь в контексте рисуночка. Про гору. Нет? Про гору, нет, гора была уже. Значит, вы... Думаете? На лице нет. Солнце. Фигары. Давайте, переводите. Сейчас переведу. Переводить? Вы не готовы переводить? И нет, не готов. Нет, я думаю, мы больше не будем тратить. Да, Давайте группово. Колхозом переведем. Канари, что это такое? Снежная Если гора. это Родители падеж зачем у нас? Потому что цельная. фиг снежный говорит. Вершина. Вершина. Вершина, не это у нас какой падеж? Исходный. Исходный. То есть получается с чего? Над пиком этой горы восходящая. Нет, не надо. Исходный падеж. Из или скорее с.
в русском языке, наверное, не из пика, а все-таки с пика или с вершины. С вершины снежной горы. Видите снежную гору? Видите вершину? А что там на вершине у нас? Солнце. Значит, наверное, будет про солнце говорить. Как думаете, логично? Испускает свет. Распространение. Нема это что это у нас? Солнце. По-калмыцки нема это будет немя. Ну да, ну вот это вот калмыцкое слово немя. То есть нема это может быть и воскресенье, и солнце. Дальше шарва, знаете, что такое шарве? Ну, излучающиеся. И дальше что написано у нас? Сэр. Сэр. Поток Э. света. Она более открытая. Сэр. Это не такая это немножко другая. Если бы у нас был высокий тон, она была как немецкая. А здесь у нас низкий тон, поэтому она слышите вот это это не а Угу. Сейчас дальше что написано? Гекяп. Ну а что это значит? Испускает поток света. Я это вообще ту у нас там стоит, видите, ту? Это ту указывает на то, что у нас слово это заканчивается, и ту указывает на то, что это здесь наречие. Здесь в данном случае ту у нас обычно это пар, помните, я говорил, пар, вот это ра, здесь вот иногда не образуется с помощью ладына. То есть гякяпту будет отвечать вопросу как? Гя это как это переводится? Обширно. А кяп? Распространяться еще другое слово как там? Есть такое значение? Pervade. Pervade есть у нас? Pervade как переводится? Охватывать, пронизывать. То есть гякяпту как это перевести на русский? Всеохватывающие. Обширно и все проникающие, все обхватывающие. Ну, немножко звучит на русский язык, это в переводе звучит немножко криво, надо переводить не буквально, а литературно. Но мы пока переводим буквально. Нам интересно знать, что они там написали. Нам надо знать смысл. Переводить в божеский вид мы будем, когда будем переводить, ну, уже письменно. И дальше, что у нас был за глагол? Что значит? Распространяться. То есть в данном случае о чем это распространяться? О лучах света. И как это переведется первая часть? Это снежные горы. Нет, надо переводить с конца. У нас орудный падеж к чему там стоит? Ну вообще это эрготив, неважно, пусть будет орудный падеж. К чему он у нас присоединен? К распространению. Это значит, чем символизируется? Распространением чего? Обширным распространением лучей света, которые что? Излучается или происходит, или, не знаю, проливается Вершина это снежная. от солнца, которое находится где? На вершине снежной. На вершине солнца. Что символизируется? Вот это распространение, что оно символизирует? Ну эти 6. Я вас прошу. 6 уже не может у нас сегодня. Ну что, они ушли? Что символизирует? Что дальше надо переводить? Вот первую часть мы перевели. Отлично. Что она должна у нас символизировать? Как мы в прошлый раз переводили, не помните? Ну, с конца, естественно. А что мы тогда переводим? В конце имя стоит знаменитое. Да. Слушайте, вы сильно путаете. Если это похоже звучит, это не значит, что это одно и то же. Вон чем посмотрите, как пишется. Есть вообще что-то там близкое к этому? Итак, что у нас? Я предлагаю перевести ломчепа сперва. Что это значит, ломчепа?
Вот, Оля, скажите нам, как это переводится, лончепа? Дас это точно знает. У Дас это слово есть точно, определенно. Ресурс, ну, даже может быть такое значение, да, но здесь другое чуть-чуть. Используется. Использовать, а еще какое значение есть? Какое странное? Действовал, в общем, в прошедшем времени. Что, извините, что делать? Acted, enjoyed, в прошедшем времени. Enjoy, то есть это наслаждаться. Наслаждаться, да. Или то, чем наслаждались, в данном случае это наслаждаться. Символизирует что? Использование или наслаждение здесь будет. Ну, соответственно, кто-то чем-то будет наслаждаться, как думаете? Глагол у нас транзитивный или нет? Переходный или не переходный? Наверное, переходный. И мы можем перевести здесь либо так, либо это, то есть как хотите. Можно в обратном порядке, начиная сзади и вперед двигаться к началу предложения. А можете посмотреть, чтобы узнать, кто наслаждается. То есть здесь вот символизирует наслаждение или использование. Кто там наслаждается или использует, можно понять, прочитав то, что стоит до чего. Да. До орудного падежа или по-другому до эргатива. Что у нас стоит до эргатива? Что у нас стоит до орудного падежа? Б. Б по-калмыцки это шаман. А у нас здесь Б. Чем отдельно район? Джон это долина. Может быть район? Нет. Может быть район. Да, может быть район. Первое значение долина, второе значение район. Может быть округ тоже. А регион тогда как переведется? Случится, что там стоит дальше Киедо, наверное, рожденный в Тибете. Не совсем. Кеджо просто это надо смотреть. Кстати, у Чандрадаса должно быть. Кеджо должно быть. Кенджо, вот это слово должно быть. Вместе надо смотреть. Кочевники, что ли, какие-то? Moving Moving beings. Это двигающиеся существа. Двигающиеся существа, они как могут быть кочевниками, но скорее здесь значение чуть-чуть шире. Это вообще все живые существа, которые могут двигаться. Здесь имеется в виду кеджо. То есть рожденные и двигающиеся, рождающиеся и двигающиеся. Это живые существа просто. Живые существа, ну, иногда их переводят как скитальцы. Вот это вот джо переводят как скитальцы. Потому что почему они скитаются из перерождения в рождение? Здесь ке первый глагол стоит, рождаться. Те, которые рождаются и двигаются, то есть рождаются и скитаются. Кеджо, то есть просто можно перевести на русский язык существа. Так это синоним семчен будет? Теоретически смысловой синоним. Потому что семчен это те, кто обладает сознанием. И что здесь получается? Перейдем, что это у нас тогда? Ну, можно перевести просто как Тибет, потому что район Тибета звучит как чуть-чуть не очень хорошо. Здесь мы говорим о всем Тибете, это тибетский государственный флаг, государство, которое не признано Китаем и вообще, по-моему, никем. Так вот, получается, что у нас? Перейдем Кеджо, и дальше что у нас стоит? То есть живых существ или жителей Тибета, что? Йом, что это значит? Полностью все. Дальше что у нас стоит? Орудный или эргатив по-другому. То есть получается кеджо йомки лончепацин. То есть символизирует что? Что все жители Тибета пользуются и наслаждаются. В середине что у нас будет? Как вы думаете? Чем и как? Логично? Вот это синтаксис у нас с вами. В начале у нас стоит подлежащее, а в конце у нас стоит что? Сказуемое. А где-то в промежутке у нас будет дополнение, прямое или косвенное, и различные обстоятельства.
Ранван это независимый город. Независимость. Но надо здесь переводить. Здесь смотрите. Рамван чунджур декиги намвар кун нёмсу. Нёмсу. Что у нас стоит после нёмсу? После нём что у нас стоит? Нём и дальше стоит что? Что это значит? Мы только что об этом говорили. Что? Я не слышу, вы тихо говорите. Говорите громче. Это понятно, что падеж, что это падежное окончание. В данном случае что оно передает? Какой смысл оно передает у нас? Потому что это калька. Ну, в смысле... У нас точно так же, Как? как? То есть на что у нас отвечает как? Наречие, боже мой, да же я вас тяну. Давайте как-нибудь сами уже. Нёмсу, по кунь нёмсу что получается? Что это значит? Со, если указывает у нас, что это указывает на то, как действие выполняется, давайте переведем. Кунь нём, как у нас переводится? Это либо одно слово, либо два слова. Равенство. Equal – это равный. А кунь нёмсу? Абсолютно равно. Все равно. Да равно, все одинаково. Вот и он здесь в тексте тоже говорит, да, все одинаково, да хоть так ты, хоть это. Ну, ребят, мы же говорили с вами, су указывает на то, что это наречие. Кунем значит equal. Equal это значит одинаковый. Equally будет тогда. Вот это вот, в английском у нас это ly, то есть это значит равно или одинаково, или вот так вот здесь имеется в виду. То есть что? Вот эти вот тибетцы, жители Тибета, они равно или одинаково используют или наслаждаются. И вот сейчас будет ясно, кем или чем. Ну оно же совершенно вот как предыдущее, только слова поменяли. Вы, наверное, сговариваетесь до занятия, признайтесь мне честно. Вы, наверное, договариваетесь? Сидите и говорите, будем молчать сегодня. Так, и сдаете задание, наверное. Так, ты у нас глаголы будешь принимать за существительные, а ты у нас будешь переводить наречие неправильно. А ты будешь читать, как Богу в голову взбредет. А вам, видимо, досталось писать неправильно. Корневую неправильно переписывать. Я правильно понимаю, да? Я корневую вообще не писала. Да. Ага, значит, у вас задание было не писать корневую. Ага, вот. Так, вот это ваше задание было, понятно. Какие-то благочестия. А вы будете нам давать иногда правильные, но иногда неправильные. То есть это ваша работа. Я же не могу все время правильно. Я понял. Нехорошо будет. Саша все понятно, Саша просто снимает. Я понял, Саша, слава Богу. Хотя бы Саша делает что-то, что он должен делать. Отлично. Имя такое есть, Декетрия, имя что говорит. Да, есть такое имя такие. Женское или мужское? А по-моему, и то, и другое. Женское. Нет. Вот у них интересно, у них может быть и мужское, и женское некоторые имена. А есть имена, которые обычно только у девочек. Но иногда бывает и у мальчиков. Вот давайте посмотрим. Хотите посмотрим? Хотите. Как думаете, это мужское или женское имя? Как что где это написано? Ну вот. Могу- А что оно значит? Хамо. Божество. Хамо это богиня. Женщины все должны заучить это слово. У нас же, знаете, все богини. Это богиня. Вот так вот, виднее, наверное, будет. Вот так вот, видно? У меня ба не поместилась, пишу выше. Видите, вот так вот. Что я написал? Хамо Денджук. Хамо Денджук кто такой? Даллама. Махасидка. Ну, конечно, Махасидка. Денджук, да, это Махасидка. То есть это исполнение замысла, цели, блага. По-разному можно перевести. Хамо его назвали так. Это было очень странно. Мальчика назвали именем Хамо. Хамо Денджук. То есть богиня исполнения цели, замысла, цели, блага.
А вы знаете, в Бурятии, чтобы мальчик не умер, вы иногда часто Я не называете знаю, девочки номинально вот- именем. Не рассказывали. В Амдо такой традиции обычно нет. Обманывали бабу. То есть вот в Тибете обычно так не поступает, но вот его называли так именно. Хамодаду. И это женское имя. Да, Деки. Все, написали? Стираем. Благо и счастье. А Деки это очень женское имя. Деки обычно называют только девочек. И что у нас написано? То есть нам понятно кто, нам понятно как. Теперь что они там должны? Рамвам, ну это, видимо, у нас осталось дополнение, чем они там наслаждаются. Рамвам, что это такое? Свобода? Нет. Это разные вещи. Смотрите. И то, и другое словарь. Ну, что я могу сделать? Независимость ближе к... Слушайте, это знаете, это как был такой случай. Я расскажу анекдот, не в тему и не смешной, но расскажу. Поймали домушника прямо на квартире. Поймали и потом во время допросов говорят: слушайте, ну вот наши эксперты обнаружили в квартире везде ваши отпечатки. И он говорит: слушайте, эксперты ваши проблемы. Так вот тоже, словарь ваш. Сочинял ты его, нет? Простите. Вот это свобода. Вот это независимость. Как читается? Рамцин. А первое? Рамвам. Чуть-чуть разные вещи. Свобода и независимость. У нас что написано? Рамцин или Рамвам? Дальше что написано? Чонджор, что это такое? Джор соединяется, это точно. Ну, кроме того, что соединять, у него есть другие значения. Посмотрите. Ну, не совсем сокровище. Посмотрите, у меня есть словарь Чунджор. Вот не знаю, как у вас есть, нет? Что у вас? Малами нету. Ну, вы не так пишете, поэтому у вас и нету. Если писать с ошибками, то извините, вам... Я так пишу, все равно нет. И так, и это пишете. Я проверю, и так, и это тут пишете. А знаете почему? Духовное богатство. Потому что словарь у вас плохой. Вот поэтому, Сережа, я специально отправил вам сообщением, то есть остальным я оставил в группе, а вам, Сергей, специально отправил словарь архивом, зиповским архивом, честное слово, отправил вам папку. И вы видели, там в папке много словарей, там не один словарь. Вот видите, Сережа? А вы даже не видели, Сергей. Вот так вот. Что, посмотрели, Чунджор это дхарма и богатство, да? То есть иногда это переводят как духовное богатство, иногда это переводят как дхарма и богатство, и то, и другое. То есть чем они наслаждаются? Там у нас будет немножко по-другому в конце, то есть это они не совсем так, что напрямую переводятся, но давайте переведем каждое слово. Рамвам это у нас свобода, Чунджор это получается дхарма и богатство. Дальше Деки что это такое? Счастье, благо. Счастье и блаженство. Но Д обычно переводят как bliss. Но это можно перевести как счастье и благо или счастье и благополучие. Потому что Д и Ки, они в принципе в таком не хармическом языке значит одно и то же. Д это счастье, Ки это счастье. Деки. То есть счастье и благо или счастье и благополучие. Дальше после Ки что у нас стоит? Еще одна Ки. Ки это родительный падеж. Дальше что идет? Идет Нанвар. В Нанвар, вот это Р, это что это у нас? Ра, что он значит? Нет, это не наречие здесь. У нас должно быть дополнение. Оно у нас стоит обычно в каком падеже? Это падеж, это не наречие. Наслаждаться, ну у нас в русском было кемча. И что у нас получается? Намва как переводится? Сияние.
Свет, сияние. Да, и свет, и сияние, и так, и так. Ну, здесь лучше свет переведем. Наслаждается светом, блага и счастья. И чего еще? Дхармы и богатства. И еще чего? Независимости. Свободы. Свободы. Свобода. И как они этим наслаждаются? Равно. Нет? Одинаково, равно. Понятно? Вот давай, кто у нас читал-то это все? Давайте переводите заново. Я вот ничего не понял из того, что вы там. Я подумала. Да, подождите. Значит, они символизируют, да? Ну, вообще, это, конечно, хороший подход. Они символизируют. Кто они? Подождите. Надо, наверное, сказать то, что символизирует. Обширно распространяющийся лучи солнца, насколько это, исходящего с вершины горы. Но лучи света, нисходящие от солнца, От наверное. солнца, да. Которое где? Как с горы, я не знаю, исходит с горы. На русский мы перевели бы на вершине горы. На Потому что, вершине горы. да, или солнце, ну тогда с вершины. Здесь как так или так можно вывернуться. Главное, чтобы смысл был понятен. И Вот это вот символизирует. вот это, ну скажем, сияние лучей Да, символизирует что? Символизирует равное наслаждение людей, живых существ, рожденных. Нет. Нет, тебе. Не. Ну, можно и так. Как-то. Ну, Жители Тибета, наверное. да, жители Тибета. Здесь просто Равно. если через эрготип, то ну, через народный падеж, то чем было бы? Может, лучше символизирует то, что все живые существа, рожденные в Тибете, Можно и равно через то, что. наслаждаются. Можно и так, можно и через то, что. Можно через то, Потому что. что в русском языке вот такой вот оборот определительный будет нехороший. Но мы можем криво и буквально перевести. Давайте, как дальше будет? Потерялись уже где-то. Я поняла, они равно живые. Да, те, кто, короче, тибетцы. Равно наслаждаются. А вы знаете, вот где-то в средние века так и переводили. В средние века, ну вот говорят так, есть такая тема, я не знаю, насколько правда. Те, кто занимается старыми переводами, которые были выполнены в Европе в средние века, говорят о том, что это не буквальный перевод, очень часто это пересказ. То есть что значит пересказ? То есть я где-то близко к тексту перевожу, но не совсем как в тексте. Почему? Потому что мы, когда сейчас переводим, вы видите, мы с вами следим по тексту и можем перевести прямо так, как там сказано. Говорят, что во Франции, например, когда переводили, кто-то читал, а кто-то то, что услышал, то, что запомнил, так и переводил. И то есть таким образом перевод, он был скорее пересказом, нежели переводом. И вот здесь вот у вас получается где-то так же. У вас пересказ такой, а тибетцы, Живые существа. да точно, живые существа. Да, они живые существа. Да, Ну, они живые существа, тибетцы, в конце концов, да. Как знаете, как у Остапа Бендера, раз, два, три, четыре, ну и достаточно. А теперь пусть первым меня кинет камень тот, кто скажет, что это не мальчик. Ага. Ну, вот здесь тоже так же. Пёдюм Кенджо, то есть это получается жители Тибета, то есть символизирует что? Равностное наслаждение или равное наслаждение жителями всеми жителями Тибета. Наслаждение чем? свободы, духовной. Я вас прошу. А нет? Бились, поравнялись. Но только что мы читали же. Чи- ну, Чем там у нас наслаждается? Сияние. Сиянием. Мы только же сказали. Сиянием чего? Куплю специально в следующий раз в ваджру. Буду кидать. Сияние свободы, духовного богатства, счастьем и свет. И светом еще раз. Нет, Сиянием и светом нет, наслаждаемся. Все, да. Так, ну давайте, читайте. Да.
Сами тебе читаете, да, подожди уже. Вы уверены? Нет, давайте вместе читать. Ханари Мосу. Видите, Г исчезла практически. Ханари Мосу. Миджик. Дома. Дома. Я вас прошу. Дома. У меня совсем плохо с дикцией стало. Дома. Дома. На. На. Дома. На. Вы хотите все время скатиться в дна. Нельзя этого делать. Дома. Дома. Все вы слышали, да? Все можете это же произнести, да? Дома. Да. Дома. Угу. Да, почему ладно? Да, она такая, у вас получается просто вы скатываете что-то в на. Это монгольская традиция. В монгольской традиции в Бурятии произносили вот это на как а. Поэтому у нас наон стал резко агван. То есть они вот произнесли как ак. В Монголии была традиция, когда, ну я об этом говорил в начале занятий, может никто не помнит. В Монголии они произносили вот как выписано. То есть у них была такая вот так вот это было. Угу. Дома. Дальше. Барве. Нет, это ма. Это вот смотрите, такое сокращение. Вот смотрите, это ма, видите? И под ма мы пишем. Соответственно, как это читается? Сенге. Сенге значит что? Лев. Сенге. Есть такое тибетское имя Сенге. Происходит от санскритского синха. То есть говорят, что это вот так тибетцы они услышали и записали Сенге. Угу. Сум. Зум это в амдовском, ну на востоке так произносится. А мы произносим это как са, но низкое. Сум. Сум. Нет, сум и дальше идет намбар. Это приставка такая. Гин. Окей. Это у нас какая часть была? Вот это вот будет у нас что-то символизировать. Видите, у нас стоит здесь падеж. Отлично. Дальше. Читай. Че. Си. Ага. Угу. Д. Д. Вот. Дельве. Еще раз. Дельве. Что-то куда-то у вас чуть-чуть уходит. Через Е там написано. Что-то у вас куда-то уходит звук немножко. Дельве. Наверное, надо язык чуть-чуть назад, наверное. Дельве. Ну, где-то так. Угу. Тин. Придыхание. Тин. Ле. Тинле. Мягче. Кün. Кünле. Цин. Окей, что у нас получается? Ну, давайте первую часть переведем. Что она значит? Наверное, у нас больше времени будет. Мы сейчас переведем, если успеем это предложение. А, наверное, уже не успеем. Но давайте попробуем хотя бы первую часть перевести.
Вот ноксу. Ноксу. Ноксу у меня выдает... Нет, там нет значения. Ноксу. Ноксу. У меня выдает слова берег реки или озера. Ноксу. Мок это значит берег реки озера, может быть. Но здесь в данном случае Может быть, основание горы имеется в виду. Внизу то, что нарисовано все-таки. это на склоне скорее горы. Ханри это что это у нас? Это гора. Какая? Снежная. Ноксу это на склоне снежной горы. Что там на склоне снежной горы? Меджик как переводится? Как? Нет, вряд ли. Тогда отрицание. Если не люди, надо проверить оба варианта. Если вы думаете, что это люди, посмотрите дальше, что идет после него. То есть здесь, понимаете, у вас может быть, смотрите, у вас после ми идет джик, а после идет что? Донга идет. А после идет Джик. Джик. Скорее всего, может быть, бесстрашный. бесстрашный, скорее всего. Джик это бояться, страшиться. Меджик, соответственно, бесстрашный, не боящийся. Дальше что у нас идет? К следующему занятию давайте делать перевод сами. Давайте все-таки делать домашнее задание. Я смотрю, здесь лихорадочно, кто-то что-то по словарю переводит. Но это нехорошо, я вам скажу. До этого мы страну нам раз задавали. Ну, вообще, я думал, что вы весь текст зачитаете до конца. Нам задали Да, первый. я. За 2 дня. Да. Нам задали Ну первый. хорошо, вот в этот раз мы дочитываем все. Вплоть там, видите, в конце страницы у нас там что-то под номерами или под циферками. Видите что-то? Да. Вот это нам тоже надо прочесть. Я вам расскажу, просто там написано сверху, видите, Джонгдар. Это ДЗ. Д домашка. Как буквально переводится, вы переведите сами, пожалуйста, хорошо? Вот эту страничку мы дочитаем к следующему разу. Вы переведите, пожалуйста, потому что, ну иначе так трудно. Да, всю. Угу. Ну хорошо, да, я наверное, переоценил немножко. Пятиликий, а почему пятиликий? Да. Далай-лама объяснял, есть такая книжка «Союз блаженства и пустоты», она переведена на русский язык. И вот там он объясняет в этой книге, во время учения он говорил, что лев, когда прыгает, он хватается 4 конечностями и своей пастью. То есть таким образом получается у него 5 ликов. И дома получается это пятиликий, то есть это лев. Можно представить, что этих 50 льва. И что у нас получается? Канари мосу, меджик, донга, барве. Донга, барва как переводится? Ну здесь не пятиликий, здесь донга, барва. Надо переводить уже прям буквально. Барва как переводится? Горящий. Пылающий. Пылающий что? Или? Нет, скорее... Ну, здесь скорее 5 ликов пылают. Донга, барви, сенге. Донга, барва это все определение к сенге будет. Ну что у нас получается? Он снежной горы, бесстрашный, пятиликий. Бесстрашный лев. Нет, лев, смотрите, вот, с пылающими 5 ликами, то есть это вот лев, и он определяет, для него стоит определение дома барва, то есть лев какой? С пылающими чем? 5 ликами. И дальше это один лев или сколько? Смотрите на картинку. После сенге что у нас идет? Какое слово? Сум как переводится? Пара. Number как переводится? Нет, намба вид, а number это наречие, скорее всего.
Полностью скорее. А почему яростно? Full или completely там должно быть. То есть полностью или совершенно. Что там Чандрадас говорит? Полностью должно быть, да, совершенно, да. Вот так и должно переводиться. И дальше идет глагол. Чандрадас выдает значение совершенно подходящее. Смотреть вниз этого глагола. Ну не может быть. Как так? Чандрадас, не может он такого дать. А ну ладно уже. Гимба смотреть вниз, он говорит? Да. Как странно. Нет, не может быть. Застыли, assume a pose. Принять позу какую-то. А еще значений нет больше? Тебе тоже что-то могло бы дать, смотреть. Взгляд с высоты. Да, у Валби тоже говорит look down upon. Ну, look down upon это значит смотреть. Вот, да. То есть он не то чтобы вздыбленный, но они такие, видите, там они передние лапы у них подняты вверх. То есть они находятся в такой позе. Это не то чтобы прыгать, но это такая, не то чтобы вздыбленная, но гимба, то есть вот такая поза, в которой они изображены. Я бы написал даже, наверное, вздыбленная, в принципе. Или вставшие на задние лапы, как-то так. Но здесь, видите, не совсем на задние лапы, он просто поднял переднюю лапу. Вот это вот гимба. И у нас там стоит какой падеж после этого глагола? Орудный. Значит, что это значит? Вот это полностью или совершенно пара подпрыгнувших львов символизирует, то есть, точнее, подпрыгивание, полное, совершенное подпрыгивание этой пары львов символизирует что? Нет, это уже следующее предложение будет. Вот эта часть мы уже там, где бесстрашие мы перевели же, да? Символизирует что? Ну как в прошлый раз мы как делали? Мы в третий раз это делаем, ребят. То есть после пересимволизирует у нас идет смысловой глагол, то есть вот то, что они, что там он символизирует. И мы уже переводили так 2 раза до этого, и мы в 3-й раз сейчас переводим. Вот, number гела, то есть number мы знаем, что такое. Знаем или не знаем? Полностью. Полную победу символизирует. Number гела цен. Чего-то надо теперь вообще перевести. Ну, теоретически должно быть так. Если есть у нас полная победа, наверное, над чем-то. Ну, можно так предположить. Не обязательно, конечно, но есть такая мысль. Вот давайте перед number гела посмотрим, что там написано. Кюнле, я говорил, мягкое там, кюнле. Кюнле, здесь вот ле у нас указывает на чем? В тибетском это делается через вот этот вот падеж. А кюн как переводится? Все. Кюнле это будет, как переводится на русский язык? Это полностью у нас уже было. Сколько же можно полностью? По 2 раза полностью. Кюнле над всем, над всеми. Это полную победу над всеми. И вот здесь вот смотрите, над чем над всеми? Давайте с самого начала, не с самого начала, а вот с начала второй части сейчас переведем и на сегодня здесь остановимся. Чуйси у нас было такое? Чуйси у нас не было, но Чуй у нас был, или Чуйси было даже. У нас было Тенси, помните? Тенси было, не было? Тенси было. Что значило? 2 власти, 2 вида правления. Какое? Светское и религиозное. Вот это то же самое тогда. Теоретически должно быть. Тен это то же самое, что Чуй. А Си это то же самое слово.
Чуйси, Серьезно. также что? Сунду Джельва написано. Это надо вместе переводить. Сунду Джельва. Посмотрите, у вас должно быть в словарях 100%. это. А Сережа хотел про Манаварти почитать. Нет, нам рано еще читать про Манаварти. Безусловно, надо рано читать. Я думаю, да, чуть-чуть рановато, думаю, да, чуть-чуть. Да, ну. Все равно как американец говорит, почему его на вопрос на экзамене, не анекдот, реальный. Почему вот князь Андрей, вот вы подумайте, вот ответьте, почему он стоял и бомба стояла? Ну не знаю, может так испугался, что забыл упасть. Конечно, конечно. Так что же у нас получается страсть? Соединены в одно. Да, сунду. Сум у нас было слово? Суд это пара. Пара. Сунду. Джерва что у нас значит? Соединение. Соединять. Сунду джерва это соединять нечто воедино. Соединять вместе. Соединять как пару. То есть вот воедино вместе. Чуйси сунду джерве. Что у нас стоит на конце? Родительный память. Дальше. Следующее слово какое, как вы думаете? Гелтап. Гелтап. Что значит гелтап? Тап это метод, если Тап это метод, а гел? метод победительный. Ну, метод победы скорее здесь. Победы. Смотрите, ваш словарь дает такое значение? У меня подвинес тебя дает. Что он дает? Какие значения он дает? Kingdom. Kingdom, а еще какие значения, кроме kingdom? Власть. Царство. Власть. И здесь как это надо соединить? Что, не получается? А чапси это... Чепси это правление. Вот там видите си, во многих местах, где есть си, не всегда. Си, потому что это еще может быть бытие. Да, сипи. Сипи куло, да. Но вот здесь вот си, это правление, чапси это правление. То есть во многих местах, там где есть си, это значит сразу значит правление. Есть еще третье значение этого глагола. Чапси, может, это география еще есть, нет? Нет, точно Да, не значит, география. так. Нет, тоже точно не география. Здесь вот гелтап, то есть чуйси сунду джеле, гелтап чапси гипченлей кулин намбар гиваксу. То есть символизирует полную победу над всем. Победу чего? Ченлей. Ченлей это что это у нас? Деяние чапси. Правление гелтап. Ну, здесь вот либо царствование, ну, может быть, как царствование даже. Властвование, царствование. Царствование двух властей. Да, то есть сунду-джели. Не просто в двух властей, а сунду-джели. Объединенных двух правлений. То есть здесь технически, теоретически должно быть очень просто. Видите, у нас модель предложения, она совершенно одинаковая, она понятна. Более того, я вам скажу, что если вы посмотрите вниз, вы увидите, что все остальные предложения строятся точно так же. Сперва у нас говорится о том, что там символизирует, и дальше говорит, то есть, кем символизируется, что символизируется. И вот таким вот образом там не сложно. И то есть, ну, главное перевести слова, и в принципе там все очень ясно. Я понимаю, что, видимо, эту часть мы не перевели, и поэтому, наверное, из-за этого возникнет сложность. Ну, давайте попробуем в следующий раз это перевести. Потому что они пишут одно, в натуре у них совсем другое происходит в государстве. Ну, не знаю, я не знаю. Ну, как-то не знаю. Нет, незаметно этой победы, пока у них там всего там полмара. Слушайте, может быть, надо текст полегче нам взять? Может быть, я принесу за первый класс. Ну, там очень неинтересно. Давай Там, попробуем полегче. Слушайте, я там, уже там думала, реально неинтересно просто. Мы реально в первом классе находимся.
Если соотнести наши возможности. Нет, давайте по-другому решить. Нет, этот текст мы по-любому закончим. То, что мы начали читать, мы закончим по-любому. Мы узнаем, что там у них символизирует тибетский флаг. То, что осталось, это перевести надо. Да, мы это переведем, это не вопрос. Это да, мы прочитаем в любом случае. Просто я к тому, что я чувствую как-то, я думал, что у вас легче пойдет. Я думал, что прям будем хорошо читать, а что-то вы как-то совсем тяжко. Ну, давайте я подберу какой-нибудь текст полегче. Конечно, это будет менее интересно. Ну, может быть, более интересно с точки зрения, как нам будет легче все это читать. Успех, он все-таки окрыляет. А вот такие трудности, они как-то тормозят нещадно вообще. Это полу. Давайте я посмотрю, я попытаюсь найти текст попроще, но в любом случае надо подготовиться к следующему занятию. Было бы хорошо, если бы Потому что у нас структура совершенно одинаковая, не должно быть никаких трудностей. Попробуйте просто осмыслить то, что мы сделали, и попытаться перевести. Потому что если вы сейчас будете переводить сразу, без попытки того, чтобы понять, как мы это переводили прежде, у вас летать дальше будет непонятно, что вы там переводить будете. Поэтому давайте сделаем это. Может быть, Прочтите то, что мы сейчас прочли еще раз. это предложение, Как? это предложение озвучим на русском, перевод. Вот это вот. Что же символизирует их покрытие? Давайте, озвучьте мне, я послушаю, давайте вы озвучите, а я послушаю, я оценю. Я вообще всегда ценю труд людей. Мне не собрать, например. Давайте, я чувствую, что вы зря собрались, Сережа просит озвучить, так как это Мы уже ваш почти труд. перевели все. Слова, по крайней мере, же перевели, мне кажется, все из этого предложения. Я не понимаю, полную победу кого над чем? Над всеми. Над браком. А Сознание. кто деятели? Вот, Сереж, я думаю, что у нас сейчас есть тот, кто переводил это предложение. Я думаю, что все ваши вопросы адресуются нашему переводчику. Чем она виновата? За что? У вас после занятия еще будет пару минут обсудить вопросы с Сережей. Представьте, стоит шпион и подслушивает что-то про двойную власть. Что у нас там получается? Давайте по тексту с самого начала прочитать. Кто у нас там что символизирует? Можно свою версию? Давайте. Полную победу над всеми, осуществленную правлением объединенного вместе религиозного правительства или пары. Дайте две. Точно, это оттуда. Ну, мы же говорили, что это какое правление? Два вида правления. Светское. Объединенные два, то есть это светское и религиозное. Но у нас же тут только син. Во-первых, не сильно, си. Си, да, у меня. Во-вторых, че это у нас символизирует что? Религия, религиозное правление. А си – это светское правление, да. А сундуджива – объединенные. А гелтап? Царствование. А чамси? Вот, да. Понятно все, да? Понятно. То есть вот эти два льва, которые там, они вздыбленные или подпрыгивают, они символизируют, что полную победу вот такого правления или полную победу, Чинлей там у нас написано, помните? То есть полную победу вот этих вот деяний, царствования или правления вот этих вот объединенных двух правлений. Видите, как все у нас? Сложно это. Далай-лама вас спросит, а вы ему скажете, вот. Ну что же, спасибо, давайте совершим посвящение заслуг. Нет, потому что я чувствую, надо это довести до конца, мы их прочтем. Потому что если уж начали переводить, там вот вы помните, перевели первое четверостишие, ну вот эти четверостишие все переведем, а если я выложу, уже будет неинтересно. Вы просто прочтете и потом методом тыка, как обычно, найдете перевод. Нет, надо же помучиться, надо же обязательно. Ой,
deva mare jumbe shene sima dende gyatsu shabe sibe pato tingu jambe abama jidara kyambada kundo sambo de yande shende adida kunge jazo dala yabarida danja tomo duzo yabarida Mubagala jodo mamade atage nive savadi kun samo junya do mubadiya mulalu bege be adambal kubiana jozu jozu mede sanjor nive chuba malu jozo de be tsene chujo chi Спасибо.